поводу ушел из жизни один из выдающихся, это не пафосное слово, это выдающийся художник, карикатуристов Республики Коми, член Союза журналистов Российской Федерации, член Международного союза журналистов Российской Федерации, член Союза художников Российской Федерации Виктор Степанович Порохня. Я, видите, давно знаю. Еще в молодые годы, когда в газетах видел его небольшие зарисовки художественные, я удивлялся и хотел очень познакомиться. А когда начал работать в газете «Красное знамя», мы с ним подружились, и всегда он заходил ко мне, и он, можно сказать, был моим первым другом. Наверное, здесь присутствующих, наверное, я самый последний человек, который я увидел. Недавно, где-то, наверное, полмесяца назад позвонил Сергей Морохин и говорит: Витя лежит в больнице. Я на другой день сразу пошел, взял ему кефир. Он никогда чувство юмора не терял. Мы с ним побеседовали. Потом он опять исчез. На меня звонит Лиза, говорит: как позвонить Порохне? Я ему дал телефон. Звоню на другой день, это был понедельник. Женщина подняла трубку и говорит, она опять в больнице. Я на вторник запланировал, думаю, у меня была встреча, и после я в 11 часов к нему пойду, а вот он мне сообщает, что Вити нету. Витя действительно никогда не терял чувство юмора. Он мог из каких-то слов придумать что-то новое, допустим, Газербайджан звал. Или еще что-то, из каких-то слов. Я удивлялся, рисовал, конечно, моментально, схватывал тут же, на любую тему мог. Путешествовал. В Союзе журналистов, он был член правления Союза журналистов, Совета ветеранов, я имею в виду. Всегда, когда собирались раньше, пойдем мы с ним купим закуску, водку там, вот, собиралось много людей, и всегда говорю: Витя, ты дежурный офицер, не пьющий, в случае чего кто-то из наших братьев уже старые, могут упасть, он всегда, я ему 200 рублей давал на такси, я всегда всех провожал. Покойная Маргарита Сергеевна Вязнова, в большом зале посидим, потом, когда расходимся, говорит: Саш, давай посидим. Я говорю: что ж, если Витя будет, будем сидеть, потому что Витя всегда, в случае чего, довезет, ну ладно, посидим, поболтаем, Витя не пил, и всегда всех провожал домой, и всегда мы с ним комнату убирали, в чистоте порядка оставляли. Вот сегодня его теперь нету. И очень жаль, конечно. Мы потеряли очень такого доброго, приветливого, отзывчивого человека. Пусть земля ему будет пухом. Кто-то еще хочет сказать, пожалуйста? Да. Мы с Неображенного Сысинского района, это друг Бажен Иванович выражает сыновьям, дочерям искренние соболезнования от нашей семьи. Что такой прекрасный друг, сотрудник был, и так неожиданно умер. Примите от нас соболезнования. Еще кто-то хочет сказать? Пожалуйста. Пожалуйста. Односторонний человек, просто как технические знания, все действительно так обыграл, свой аналитический ум такой острый и такой большой. И кто был на выставке на последнем, может помните, эти перевернутые картины, которые можно глядеть и так, и совсем по-другому не смотрятся. То есть талант человек был. Причем не только в этом, он разносторонний был. И так жалко терять такого просто замечательный человек, отличный рассказчик, и действительно ко всему относился с юмором. Молодец, не паниковал. Жалко, что таких людей вот теряют. Ведь действительно и для республики, мне кажется, это потеря. Кто-то думал, художник рисует. У него в голове и в сердце было намного больше, чем у людей. Поэтому жалко теряют. Просто жалко. Действительно, пусть земля будет пухом. Еще кто желает? Пожалуйста. Не так давно знаю, больше 10 лет. Последние 5 лет мы встречались с ним в нашем поэтическом клубе. И я очень рада, что мы осуществили одну его мечту провести творческий вечер его. И вот в июне
там были и картины, не художественные, а вот карикатуры. И афоризмы его зачитывались все. И вот это как-то бы, это мечта его была. Он обижался, говорил, что его вот афоризмы никто не слушает, никто не читает. И мы вот в таком приличном круге почитали и поблагодарили его. Мы приносим сожаление и сочувствие родственникам, близким за такую потерю. Дай ему будет Богом. Мы будем его помнить. Еще кто желает? Пожалуйста. В первую очередь хочу, конечно, Уважаемый, давайте представьте, что вы. Полиграф Алексей. Огромное сожаление, конечно, и соболезнования родным, близким, товарищам Виктора. И вы знаете, что хотел сказать? Есть вот такие слова, как вот фортуна, удача, везение. Я считаю, что мне очень повезло, что я его знал и знал достаточно хорошо. Он приходил к нам постоянно и на собрания, участвовал во всевозможных мероприятиях наших, которые мы проводили. И очень разносторонний человек, и с юмором, веселый всегда был. И хочется, чтобы вы все его таким и запомнили. Спасибо большое. Еще кто желает? Пожалуйста. Я Ирина Костина, я режиссер, мы знакомы очень давно, очень тяжело говорить, я выражаю соболезнования. Я хочу сказать, что я благодарю Бога и судьбу за то, что в нашу семью пришел Виктор. Мы знакомы очень давно, даже по Воркуте. Я очень благодарна ему, потому что вся наша семья ему благодарна. Потому что это очень замечательный человек. Мало таких людей. Я хочу сказать, что мы думаем, что безысходность – это когда нет денег. Безысходность – это когда мы теряем человека. Потому что вы можете прийти на могилу. Вы ничего не можете сделать. Деньги придут, любовь придет. Друг бросил, девушка ушла. А безысходность – это когда нет близкого человека, дорогого. Берегите друзей, пожалуйста. Я прошу Виктора прощения. Я приехала и не позвонила. Я очень виновата. Я думаю, что он меня простит. Еще кто желает? Пожалуйста, пожалуйста. Анжела Владимир Алексеевич, пенсионер в настоящее время. Ну, у меня 7 общественных нагрузок. Главное, я помощник депутата Государственного совета, вице-президент Ассоциации экспертов 5 лет, 15 лет председатель комиссии по Союзу, и больше 25 лет знаю Виктора Степановича. Он всегда говорит, мое отчество не трудно забыть. Трудно забыть, говорит, был такой деятель, Черномырдин Виктор Степанович. Я тоже второй Черномырдин. Ну, ближе к слову, ближе к делу. Вы знаете, вот многие годы зная Виктора Степановича, вы знаете, вот такое впечатление, что это яркий, необычный, стандартный человек. Ну, как у всех есть недостатки и прочее. И вот когда я 3 дня назад узнал, да, значит, 23 дня назад мне позвонили, сказали, что Виктор Степанович умер. Я сказал обязательно, хотя только что в постели, можно сказать, стал. Вот человек необычный, вот я, наша общая воркутинская школа, пошли, школу жизни. Кто жил в Воркуте, знает, что такое край. Вот Геннадий здесь, Дмитриев, наш художник тоже известный. Человек он необычный. Вот знаете, вот я перечитываю романы, значит, и у меня один из любимых писателей, американский, Ирвин Шоу. Не путать с Ирвином Стоуном, тоже любимый писатель. И вот у него есть сравнение в этом романе, сейчас не помню, как называется.
что тоже ушел из жизни близкий человек, и писатель, ну, значит, словами своего героя говорит, солнечный был человек, светлый, яркий, солнечный, необычный и так далее. Он приносил радость, улыбки, удовольствие, так сказать, какое-то от жизни и так далее. Мы, сколько лет мы встречались, дома часто, он приходил к нам, мы вместе пили чай, и так далее, то есть на всех вечерах, на всех его мероприятиях были. Значит, он никогда не говорил себе ничего тяжелого, хотя наверняка у него было всякое, такого нормального человека. И для меня, и для моей семьи, конечно, это страшная потеря. Потому что в нулевой день мог прийти к нам, приехать на велосипеде, мы провожали, гуляли по парку и так далее. И присутствовали, участвовали в самых разных таких необычных мероприятиях. Вот, ну, обычная, нормальная человеческая операция. Вот, и для нас это огромнейшая потеря. Вот, вечная память. Спасибо.